Друзья, всем привет! Год для нас начался с вами очень активно, и прежде всего это выражается в большом количестве уголовных дел, которые нам удалось возбудить по итогам ваших обращений. Ростовская область. По факту поджога вольера с собаками, что в итоге повлекло гибель нескольких животных, возбуждено уголовное дело по 245 статье. Московская область, Сергиев Посад, причинение увечий собаке, уголовное дело. Тверская область, стрельба по животным, уголовное дело. Красноярский край, незаконная добыча медведя, уголовное дело. Ярославская область, сразу несколько уголовных дел возбуждено по факту жестокого обращения с животными. Московская область, по факту издевательства над бездомными животными, возбуждено уголовное дело. Хабаровский край, уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Челябинская область, уголовное дело по 245 статье Уголовного кодекса. Томск, возбуждено уголовное дело. Самарская область, уголовное дело по 245 статье. Снова Красноярский край, жестокое обращение с животными, уголовное дело. Башкирия, возбуждено уголовное дело. Тюмень, также уголовное дело. Снова Челябинская область, еще одно уголовное дело по 245 статье. Как всегда, очень много от вас обращений с жалобами на незаконные отказы в возбуждении уголовных дел со стороны органов полиции. Мы отработали все ваши обращения с прокуратурой. Незаконные отказы в возбуждении уголовных дел удалось отменить, назначены дополнительные проверки. Волгоградская область, были массовые обращения по факту отравления собак, нашли множество трупов, был отказ в возбуждении уголовного дела, мы добились его отмены, организована дополнительная проверка. Пензенская область, также отменен незаконный отказ, назначена дополнительная проверка. Санкт-Петербург, отменено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, идет следствие. Челябинская область, также был незаконный отказ в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка. Астраханская область, жестокое обращение с животными, был отказ в возбуждении уголовного дела, он аннулирован как незаконный. Уголовное дело возбуждено по 245 статье Уголовного кодекса. Екатеринбург, отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного дела как незаконного. Севастополь, то же самое, было отказано в возбуждении уголовного дела, решение отменено, идет дополнительная проверка. Ивановская область, также назначена дополнительная проверка. Друзья, каждый день мы отрабатываем сотни ваших обращений, которые вы мне присылаете на электронную приемную Государственной Думы. Мы очень ответственно относимся к каждому вашему обращению. Результат вы видите. Поэтому все сообщения о фактах нарушения законодательства в области обращения с животными присылайте, как всегда, мне на электронную приемную Госдумы. Адрес вы видите на своих экранах. Гданский проезд 47. Собирается грузить собак. 500 душ, чтобы вывезти отсюда. В Улан-Удэ на убой. Девчонки не могут пройти. Вы на частной территории. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня хочу поделиться с вами еще одной такой же душераздирающей темой, о которой вы все знаете. О введении закона об эвтаназии в Бурятии. Очень много об этом постов, роликов, передач, дебатов в интернете. Мир, ровно как и люди, разделился на добро и зло. И главное, с перевесом зла. Мы все свидетели, как огромная часть населения переобулась, приняв в сторону зла. Такого количества выброшенных домашних самовыгульных животных не было никогда. Все эти эпидемии не прошли даром. Люди изменились, не подозревая о себе такого. Но мы не об этом. Бурятия стала пионером в эвтаназии для безнадзорных животных. В середине ноября закон приняли в Народном Хурале, а на днях его привели в действие. В приюте Ананда усыпили 18 собак. Руководство приюта передало животных в пункт временного содержания. Специалисты ветеринарии провели им эвтаназию.
2 месяца штормит и меня, глядя на кадры, как небольшая часть людей, а они у нас есть в меньшинстве, хватают уцелевших, молчаливых, безропотных собачат, хватают на руки, у кого есть силы, а кто-то бежит ногами, как в эвакуацию или когда сирена с предупреждением всем в бомбоубежище, как все едины, сплоченные, молча убегают. Собаки не лают и не сопротивляются, все понимают, сзади смерть. Только вперед, куда неизвестно, да и неважно, хоть какой-то шанс выжить. Вдруг повезет и выживут. На ум приходит только одна мысль – последний день Помпея. Так вот, относиться к этому можно по-разному, но после первых убитых 18 собак вследствие закона об эвтаназии я, не находя себе места, приняла решение не оставаться в стороне и свой небольшой физический вклад, как бы мне не было тяжело, внести по этому региону тоже. Я дала согласие принять из Бурятии 10 собак, хоть и нелегко мне далось это решение. Дорога дальняя, 4 суток, в скрюченном положении, в клетках, и ехали эти узники. По ходу движения поезда кто-то из типа сердобольных людей еще заказал 3 собачуль. Они должны были выйти навстречу новой судьбе, к своему новому хозяину, где стоянка пару минут. Но этого не случилось. Хозяин не забрал, передумал. Сердоболие закончилось вмиг. Поэтому ко мне приехали мои 10 собак и плюс еще 3, не забранных новым хозяином. Да, меня могут терзать разные мысли. Зачем я это сделала? Что мне не хватает якутских? Хватает с лихвой. И нелегко мне далось это решение. И не могла я остаться в стороне. Сейчас, девочки, я не смогу, мне надо сделать эту шлейку.
счетом? А сколько высот? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще 5. Ты еще это выкрутить. Сделайте это. Стой здесь, жди Роберта, потому что мы пошли к машинам, а Роберт может разминуться с нами. Ага. А вон он. О, это Вячеслав идет. Все, я иду, сейчас пишу. Еще один мужик идет. Все, сейчас отдаю, иду. Итак, ночь, перрон, горстка неравнодушных людей не спят, готовятся, встречают тех, кого завтра уже бы не было в живых. Простите, что я пошла на такой рисковый шаг, а риск еще в том, что поддержите ли вы меня. Да, я понимаю, всю ответственность, и пазлы мои не складываются и не сложатся без вашей помощи. Я обращаюсь ко всем неравнодушным, взывая о помощи. Люди, мне очень нужна ваша помощь. Нужна помощь финансовая на их содержание. Вопрос ко всем. Кто готов стать финкуратором, этим чудом спасенным, таким же несчастным, терпеливым, безропотным, как и якутским, случайно уцелевшим? А всем осудителям и критикантам задам только встречный вопрос. Присоединяйтесь. Участвуйте и не только пишите письма, а помощь руками и ногами очень актуальна. Там страшно, поверьте, там не вытянут без нас. Машина убийства запущена, а сила волонтеров уже на исходе. Друзья, продолжение о спасении смертников из Бурятии смотрите в следующем ролике. А сейчас я очень прошу вашей помощи для этих 13 собачуль. Они приехали в плохом состоянии и кроме усиленного кормления нуждаются в помощи врачей. Очень нужна ваша помощь. И помните, они очень хотят жить. Они пока не верят, что к ним хорошо относятся, что их не бьют и не душат удавками. А еще они умеют благодарить. Об этом мы покажем вам в следующем ролике. Смотрите продолжение.